Добрый вечер, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы хотим рассказать вам об одном из самых сильных специалистов музыкальной школы искусств поселка Урмары – Ефиме Михайловиче Ефимове. В течение 1,5 лет я кормлял духовно христианок Козловской исправительной колонии женской. И не только в церкви их поддерживал, наставлял, но и, конечно, понимал, что им необходимо отдушина. Поэтому я приглашал артистов, музыкантов, которые бы смогли им показать прекрасное через музыку. И в том числе пригласил Урмарскую школу искусств во главе с директором Ефимом Михайловичем, который очень откликнулся на мою просьбу, и они готовились. И коллектив этой прекрасной школы очень хорошо выступил. Я видел сам лица осужденных. Там были и слезы, и радость, и восторг. То есть практически получилось так, что в самое темное место, где люди страдают, не видят ни радости, никакого утешения не получают, нет даже порой родных не видят, мы принесли вот этот кусочек тепла, света, гармонии из другого мира, которого они лишены на многие годы. И, конечно, отношение самих выступающих артистов, как они с волнением выступали, хотя у них большой опыт, но они говорили, что они так волновались, как будто в первый раз на сцене. И программа была очень обширная, так что даже все не уместилось. Но тем не менее, вот они вкладывали душу в каждое произведение. Это и сольные номера, и сам директор школы искусств исполнял на трубе, на своем инструменте прекрасные произведения. Я думаю, что такого уровня концерт, конечно, в колонии, это просто потрясающе. Потому что профессиональное исполнение именно это очень-очень важно. И также я привозил и детей, и вот именно через музыку, через прекрасное, я думаю, тоже можно оступившихся людей привести к Богу. Потому что прекрасное – это тоже божественное. Да, когда я познакомился с Ефимом Михайловичем, был, конечно, поражен его открытости, готовности сотрудничать. И с какой радостью, воодушевлением он начал подбирать произведения. Весь его коллектив тоже буквально был окрылен вот этим. И сам он тоже с волнением готовился. Вообще он, конечно, очень светлая личность, и поэтому у него именно такие вот трогательные произведения получаются. Потому что он именно вкладывает вот свою душу в каждое произведение. Пока есть такие профессионалы своего дела, не иссякнет русское искусство. Именно такие люди отстаивают духовные ценности России, помогают своим ученикам впитывать и проносить через всю жизнь культуру нашего народа. Талант должен удивлять, он всегда должен работать на людей, всегда должен быть с людьми. Именно с таким девизом и живет наш сегодняшний гость Ефим Михайлович Ефимов. Ефим Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, о себе, ведь наверняка у вас богатая биография. Родился я в Сибири, в Иркутской области, Куйтунский район, село Уян. Рос я в многодетной семье, нас было 6 детей. У меня 2 сестры и 3 брата. Еще в младенческом возрасте мы приехали в Чувашию, Урмарский район, в деревню Старые Урмары. В 1 класс я пошел в Урмарскую среднюю общеобразовательную школу номер 2. Из нашего класса очень многие ходили в музыкальную школу. В то время было это очень модно.
Это было одним из самых культурных организаций, куда все дети мечтали попасть. И, глядя на своих одноклассников, я тоже решил попробовать по пути творчества в данной школе. Пришел скромным ребенком, и первое, что я кого встретил, это был педагог у меня по классу трубы Викентий Константинович Константинов. И преподаватель по классу баяна Иванов Анатолий Васильевич. Вот они вдвоем меня прослушали и решили взять на обучение. Предложили играть на трубе. Очень инструмент мне понравился. Я с удовольствием посещал их занятия. Со временем Викентий Константинович, мой преподаватель, предложил мне обучаться в Чебоксарском музыкальном училище имени Федора Павлова. Недолго раздумывая, я решился на этот шаг, о котором очень годы обучения в музыкальном училище вспоминаю с теплотой. Очень вспоминаю о хороших своих учителях, педагогов, которые меня воспитывали и обучали. И в процессе обучения было очень много интересных таких моментов, как посещение музыкальных концертов, посещение театра, оперы, балета, ну и выступления в составе студенческих коллективов. По окончании музыкального училища я был призван в вооруженные силы, в армию. И, к счастью, что мне удалось 2 года служил я в армии и был в полковом оркестре в Самаре. Это был большой опыт для меня, для того, чтобы совершенствовать свое исполнительское мастерство и педагогический талант. После службы в армии у нас в Урмарской детской школе искусств директором был Иванов Николай Прокопьевич. Он мне предложил работать преподавателем в детской школе искусств. Я с удовольствием согласился. Проработав 2 года в Урмарской детской школе искусств, ко мне пришло приглашение, письмо из Московской области, из Москвы. Предложение было приехать на прослушивание в оркестр высшие офицерские курсы «Выстрел» города Солнечногорска Московской области. Летом я съездил на прослушивание, меня сразу взяли на должность солиста оркестра, военного оркестра. Дирижер очень был доволен и предложил послужить по контракту в этом оркестре. И в сентябре 1995 года я приехал на службу в военный оркестр высших офицерских курсов «Выстрел» города Солнечногорска Московской области. Участвовал во всех концертных мероприятиях не только Московской области, но и города Москвы. У нас по контракту я там прослужил 3 года, в течение 3 лет участвовал в сводном оркестре на Красной площади, на таких парадах, как 9 мая, юбилейные концерты города Москвы. По семейным обстоятельствам приехал обратно в Чувашию и опять встретил Николая Прокопьевича. Он предложил мне также поработать преподавателем детской школы искусств. И
решил опять же попробовать на педагогическом поприще, поработать с детьми. И в 1998 году по новой начал работать в детской школе искусств. В 2000 году я решил получить высшее образование. Для этого поступал в Казанскую консерваторию. Так получилось, что в это же время, в 2000 году, открылся Чувашский государственный институт культуры и искусств. И по результатам вступительных экзаменов в Казанской консерватории решил попробовать перевестись в Чувашский государственный институт культуры и искусств. И поступил в Чувашский государственный институт культуры и искусств. Попал очень талантливому педагогу, заслуженному работнику Чувашской республики Чижикову Александру Геннадьевичу. В музыкальном училище я обучался у Григория Ильича Вулиха, тоже в то время очень авторитетный, талантливый педагог. Но не прекращая педагогическую свою деятельность, на очном отделении я обучался в Институте культуры и искусств, продолжая работать и преподавателем детской школы искусств. В 2005 году я с отличием закончил данное заведение. После окончания Института культуры и искусств было желание, также вдохновленное желание работать педагогом с детьми и продолжал обучать детей. Очень много своих воспитанников вывозил на различные конкурсы, республиканские, межрегиональные. И были и любимые у меня учащиеся, которые на сегодняшний день продолжают обучение в музыкальном училище. Это Матвеев Алексей. Он сейчас студент 3-го курса, обучается на тубе. А какие-то победы у ваших учеников были? Мы всегда ставили цель сначала как бы поучаствовать, но, конечно, и желание победить всегда оно присутствовало. Но главное — участие. Но участие, оно для нас было очень значимо, для того, чтобы именно своих воспитанников не только в стенах своей школы они чувствовали, но и выходили на более такую высокую сцену, на более такое обширное свое творчество, обширное творчество. Вот хочется сказать, что победы, конечно, были. У нас были и лауреаты межрегиональных конкурсов, лауреаты республиканских конкурсов. Вот на сегодняшний день, работая в детской школе искусств, имеются также лауреаты конкурса «Звуки надежды». Или специально это очень хороший конкурс, который молодые таланты, юные таланты, именно они пробуют первый раз на сцене, конкурсной сцене, и достигают результатов. Ну, в детской школе искусств я преподаю музыкальный инструмент труба, и в основном обучались, конечно, мальчики. А девочки все-таки были? А в последнее время этот инструмент приобретает среди девочек, потому что популярность, да, приобретает. И у меня сейчас 7 учащихся в детской школе искусств, 2 выпускников мальчиков и 5 девочек обучаются на первом классе и во 2-м классе. То есть сейчас девочек, наоборот, стало больше? Девочек стало больше, да. Вот на 2-м году обучения вот у нас есть очень талантливая девочка, сейчас Егорова Констанция. Она старается очень сильно. И она, Нива Вера, 2-й год обучения. Они в прошлом году участвовали в конкурсе «Звуки надежды» и стали лауреатами этого конкурса. А эти девочки, они приходят в вашу школу уже с намерением играть на трубе, либо они выбирают уже в вашей школе это направление среди остальных? Есть вот разные причины прихода в данное время, в данную область обучения. Вот
Первая девочка, которая к нам пришла, это Егорова Констанция. Вот я вспоминаю, что она пришла со своей мамой и попросились, я в то время работал директором детской школы искусств, и попросили их принять на музыкальную школу, на обучение, на инструмент. Но я, глядя, что она девочка, даже не предлагал этот инструмент, духовой труба, рассказал обо всех инструментах, кроме трубы. Потому что это все-таки более мужской такой инструмент. Ну, как бы казалось бы так. А вот когда я им сказал, какой инструмент вы выбираете, на вопрос, на что они ответили, мы бы хотели обучаться на трубе. Сегодня у нас в гостях также бывший ученик Ефима Михайловича Алеша Матвеев. Он закончил музыкальную школу поселка Урмар, а сейчас он учится в училище имени Федора Павлова. Алеша, вот расскажи, пожалуйста, как ты решил выбрать именно такое направление – музыку? В музыкальную школу я пришел сам. Меня никто туда не звал. Сам захотел прийти и пришел к Ефиму Михайловичу, в класс трубы. Когда я зашел в это здание, в этот класс, я почувствовал сразу хороший климат. Все было хорошо. Когда я увидел свой инструмент, то есть инструмент выбрал меня, я на нем попробовал сыграть, и сразу у меня издался хороший звук. И потом мы старались, упорно занимались, чтобы участвовать в конкурсах, ставили определенные задачи, которые мы выполняли. Когда обучался в музыкальной школе, коллектив был хороший, мы с ребятами дружили, ходил в музыкальную школу каждый день. Порой даже занимались и в воскресенье. Ефим Михайлович уделял нам много времени. А вот сейчас ты уже студент училища, а с Ефимом Михайловичем вы как-то встречаетесь, Да. играете вместе? Да, мы встречаемся, разговариваем, беседуем на разные темы. Вы сказали, что бывший ученик, но я так не считаю. Мы всегда советуемся, разные вопросы. Он мне подсказывает в некоторых моментах. То есть Ефим Михайлович твой наставник и по сегодняшний день? Да. Ну а сегодня ты нам сыграешь что-нибудь? Да, я сыграю юмористическую кадриль, которую написал советский композитор Лев Колодуб. Ваша супруга Алевтина Витальевна тоже работает в этой музыкальной школе в Урмарской. Вот скажите, пожалуйста, тяжело ли быть с близким человеком и дома, и на работе? Мне кажется, это просто счастье для человека, когда любимый человек находится всегда рядом. И не только в быту где-то, но и на работе.
потому что иногда нужна очень духовная поддержка, очень душевный взгляд даже любимого человека вдохновляет на очень многие внутренние такие процессы. Вот и всегда появляется желание работать, когда рядом находится любимый человек. А то, что работаем мы вместе, просто другого я не представляю на сегодняшний день. То есть вы дополняете, вдохновляете друг друга и на работе? Мы просто не то что дополняем, это взаимная поддержка, взаимная, есть какая-то духовная нить между нами, которую всегда мы чувствуем, что рядом, даже если даже она находясь в другом классе, а я в другом классе, и вот эта внутренняя духовная связь, ощущение того, что рядом есть любимый человек, всегда ставит нас именно на путь уверенности, на достижение каких-то целей, на умение достигать что-то недостижимое и преодолевать очень многие препятствия. Это вот Алевтина Витальевна, это моя супруга, она преподает класс баяна и теоретические дисциплины. У нас много общего, и поэтому мы делимся и о своих достижениях, о достижениях наших учащихся, о своих проблемах мы много говорим, решаем проблемы сообща. И мы стараемся быть всегда вместе, всегда вместе. Вы почти 5 лет проработали директором этой музыкальной школы. Понятно, что тогда у вас почти не было свободного времени. А как сейчас проводите свой досуг, когда вы уже не директор, а преподаватель? Наверняка у вас времени больше. Да, времени сейчас достаточно больше для того, чтобы больше проанализировать как бы свое внутреннее состояние, проанализировать свою деятельность, понять. Раньше, конечно, работая директором, больше сил было вложено на то, чтобы на развитие детской школы искусств, на поддержку коллектива детской школы искусств, именно на то, что чувствовалась большая ответственность за доверенное направление. Вот это. Эта должность, конечно, должность директора очень сильно ставит человека он несет ответственность за все происходящее в этом направлении. Преподавателям детской школы искусств больше времени находим для того, чтобы встретиться с друзьями. У нас очень много друзей. И в Чебоксарах, в городе. Часто въезжаем в город, встречаемся с друзьями. Очень замечательные друзья у нас. У нас и в районе очень много друзей. Постоянно организуем какие-то встречи. Часто бывает так, что на досуге, и когда мы встречаемся с друзьями, мы тоже стараемся музицировать. И жена поет, и я играю на трубе. Вот как-то совместно мы вот так вместе проводим интерес. Культурный отдых. Культурный отдых, да. Угу. А вот на чтение книг время остается? Какие ваши любимые писатели, может быть, поэты? Что вы любите читать? Раньше очень сильно увлекался поэзией, увлекался и читал книги с удовольствием. Время, конечно, сейчас поменялось, но все равно мы книги мы читаем. Русская классика, она всегда остается русской классикой. И, конечно, мы иногда просто вспомнить что-то или просто для того, чтобы понять смысл жизни, мы возвращаемся к русским классикам. У меня был любимый поэт Тютчев, люблю очень Пушкина. Это поэты, которые, наверное, нравятся в основном всем. Да, кто их не любит. Да. А вот что вы говорите, как вы оправдываетесь, когда вы опаздываете? И опаздываете ли вы вообще? Опоздать для меня, конечно, это... Я испытываю стресс, конечно, если я когда опаздываю. Потому что я человек очень пунктуальный. И для меня опоздать... Я стараюсь не опаздывать.
Но если такое случается, я, конечно, попрошу прощения, извинюсь. Если бывает обстоятельства, конечно, из-за чего-то мы можем и опоздать, не успеть куда-то. Ну а так, конечно, всегда стараемся мы по времени, точь-в-точь или пораньше подойти к назначенному месту или к назначенному на работе, если, например, особенно на работе, опоздать, конечно, нежелательно. Ну да, преподавателю это неприятно. А это качество, оно, наверное, выработано больше благодаря тому, вот ваша пунктуальность, что вы человек в какой-то степени военный, вы работали в военном оркестре. Ну да, 5 лет практиковался я чисто в военном оркестре. И в армии служили. И в армии служил 2 года, и по контракту тоже в военном оркестре. Вот был один случай, когда вы как раз напомнили, что в Москве случайно я где-то опоздал буквально на 10 секунд. И действительно, когда дирижер встретил меня на лестнице и обратил внимание, ну, он культурный очень человек тоже, и так в мягкой форме сказал, что вы сегодня опоздали на 10 минут. Мне это было достаточно на всю жизнь понять, что даже на 10 минут не стоит опаздывать. Урок на всю жизнь. Урок на всю жизнь. На 10 Даже секунд. не на 10 минут, а Не, на не 10 секунд. На 10 секунд. Я прошу прощения, на 10 секунд. Да. На 10 секунд. А еще, что значит для вас быть культурным человеком? Культурным человеком. Ну, может быть, это Ну, имеется в виду в искусстве, именно культура, как... Мне кажется, что интеллигентность и культура в человеке невозможны без доброты. И добро, наверное, это начало всех начал. Прежде чем стать культурным, надо быть очень добрым. И мы люди православные, этому учит нас и вера, и учит нас церковь, Да. чтобы делать добро, быть всегда добрым в поступках, делах и мыслях. Да, согласна, злой, завистливый человек ничего не добьется не только в культуре, но и в жизни. Это так. Действительно так. Тем более в наше время, когда так мало доброты. Ефим Михайлович, к нам пришло письмо от женщины из Козловской колонии. В этом письме было написано, что вы приезжали на концерт со своим концертом в колонию и буквально всех довели до слез своим произведением музыкальным. Вот расскажите, что за это было произведение? Ну, я играл 2 произведения тогда. «Одиночество» и «Розовые вишни». Наверное, вот это одиночество, композиция «Одиночество», она, конечно, очень трогательная, очень наталкивает людей на какие-то мысли. И тем более в женской колонии это особенно было, наверное, остро ощутимо. И понимая, вот само название «Одиночество» много говорит, и само произведение очень интересное. И тогда я вспоминаю, что мы приезжали со своим коллективом детской школы искусств. Очень публика была восторженная. Принимала нас. Очень много там мы заметили приятного и культурного именно среди людей. И чувствуется там очень много и духовного начала есть. Наверное, много в этом направлении отец Иосиф нас туда пригласил. Мы знаем, что он там очень много поработал в этом направлении. И мы заметили даже, как к нему очень сильно подходили, брали благословение. И очень было приятно нас созерцать. Произведение «Одиночество», оно в тот момент затронуло не только слушательниц, но ведь и вас, вы тоже растрогались. Действительно, так оно и было. Играет произведение «Одиночество», оно при разной аудитории, да, она воспринимается всегда по-разному, действительно. Но сколько раз проигрывает произведение, всегда вот это душевное ощущение, оно не теряется, действительно. И трогает душу, трогает душу. Волнение, да, душевное. Волнение сильное, сильное.
Bye.